О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Транспорт для Якутска. На Комсомольской площади торжественно вручены ключи от автобуса. В том числе поставлены туристические автобусы. Успеть к играм «Дети Азии». На сколько процентов готова набережная зона озера Сайсары, прилегающая к центру подготовки «Триумф». Как найти работу подросткам летом? В Якутске несовершеннолетним предоставлена возможность официального трудоустройства на время летних каникул. Айвазовские русские маринисты. В Национальном художественном музее Якутии открылась долгожданная выставка. Из Русского государственного музея Санкт-Петербурга привезли 30 картин. А в столице Алмазного края появилась новая зона отдыха. Проект реализован благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. В Якутске завтра с 9 утра вводится особый противопожарный режим. На время его действия запрещается въезд транспортных средств в лес, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной деятельности. Посещать леса, включая земли сельхозназначения, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне. Их можно применять только на территориях объектов общественного питания и на специально оборудованных площадках для массового отдыха в лесных массивах. Важно использовать только угли и соблюдать правила пожарной безопасности. Волнующие вопросы и пути их решения экологическая комиссия Общественной палаты Якутии обсудила множество из них. Одним из таких является вопрос загрязнения реки Большой Куранах. По информации Министерства экологии, от жителей Алданского района поступает множество жалоб и видеороликов. Основываясь на них, проводят выездные обследования. Кроме этого, взяты пробы, которые отправлены в лабораторию. Значит, проводятся результаты обследования проб воды, после чего будет дана информация по существенному загрязнению реки Куранах. Также обсудили загрязнение почвы на Южно-Талаканском месторождении. На сегодняшний день прокуратура республики проводит проверку по факту нарушений. Кроме этого, затронуты вопросы пожароопасной ситуации в регионе. Также говорили о затонувших судах на реке Лене в Жиганском районе. Мы как общественность должны, комиссия, знать эту информацию и ее пустить в общество для того, чтобы не было ни понятий, ни кривотолков. Вот часто бывает, что начало есть, середина видна, а конца не видно. Поэтому в этом плане мы решили провести такое первое оргсобрание параллельно с обсуждением вопросов. Почти 1800 участников специальной военной операции получили медицинскую помощь в Якутии, в том числе 1360 человек амбулаторно и 430 в стационаре. По информации Минздрава республики, из них 200 прошли медицинскую реабилитацию. Психотерапевтическая и психиатрическая помощь оказана 460 бойцам. Напомним, что с 6 апреля этого года была запущена диспансеризация участников спецоперации. Мероприятия проводят все медицинские организации первичного звена здравоохранения региона. На сегодняшний день профилактические мероприятия прошли 215 человек. Со 2 марта текущего года в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики, который является подшефным городом республики, постоянно, посменно работает бригада якутских врачей. В настоящий момент работает хирург и реаниматолог. В апреле осуществлен выезд врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в города Кировская и Докучаевск. Врачами круглосуточно консультируются экстренные пациенты в приемном отделении, курируются все пациенты в хирургическом отделении, из которых около 50% бойцы СВО. Объекты СВФУ, занятые в играх «Дети Азии», будут готовы к 10 июня. Глава Якутии встретился с ректором Северо-Восточного федерального университета. Айсен Николаев поставил задачу к 10 июня завершить все ремонтные работы на объектах университета. Готовность общежитий высокая, бригады работают в усиленном режиме. Ведется ежедневный контроль. Работы идут по графику, сообщил ректор университета Анатолий Николаев. Так, в играх используют 7 общежитий СВФУ. В 4 корпусах будут проживать спортсмены, еще 3 предназначенные для волонтеров, участников культурной программы. Также 2 объекта университета используют как места для тренировки и проведения соревнований.
Уже по доброй традиции на Комсомольской площади торжественно вручены ключи от автобусов, приобретенных для транспортного обеспечения жителей и гостей республики. Из нововведений поставлены новые туристические автобусы. Церемонию посетила наша съемочная группа. Даяна Федорова расскажет подробности. К 8-м международным играм «Дети Азии» готовятся не только спортсмены, объекты инфраструктуры, но и различные сферы городской жизни, включая транспортное обслуживание. Для транспортного обеспечения маршрутной сети столицы республики закуплены 25 единиц техники. Также для транспортного обеспечения участников спортивных игр «Дети Азии» закуплены и поставлены 6 туристических автобусов. Теперь участники будут передвигаться в комфортных условиях до мест состязаний. Автобусы большие, комфортабельные, с системой кондиционирования, с дополнительным отоплением, то есть адаптированы под наши климатические условия. Хотелось бы еще отметить, что мы ожидаем поступления нового перронного автобуса в аэропорту Якутска. Автобусы бесперебойно будут работать при экстремально низких температурах. В ближайшее время ожидается поставка еще 19 автобусов. Для наших жителей хотел бы сказать, что прежде всего это делается для них, для того, чтобы перевозки были комфортными, чтобы расписания были плотные. Ну и, конечно, отдельно хочу отметить, что у нас на сегодня самая низкая стоимость проездного на Дальнем Востоке. Все автобусы будут задействованы как на пригородных, так и на городских маршрутах. В рамках реализации мастер-плана Якутска планируется обновление более 150 автобусов в течение ближайших лет. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. Строительная готовность набережной зоны озера Сайсары, прилегающей к центру подготовки «Триумф», 70%. По информации главстроя, к началу 8-х спортивных игр «Дети Азии» работы будут полностью завершены. Подробнее о ходе строительства в следующем материале. Новый облик знакомой набережной. Проект планирует охватить всю прибрежную зону озера Сайсары. Между тем, к началу игр «Дети Азии» будут завершены работы на территории, прилегающей к спорткомплексу «Триумф», а также мыс между полуостровом Филармонии и «Триумфом». Уже этой осенью работы будут полностью завершены, и вся прибрежная зона озера Сайсары будет выглядеть совершенно иначе. Вдоль всей набережной будут установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны. Но самое главное, будет обеспечен круговой маршрут. То есть человек, выйдя на прогулку где-нибудь в районе улицы Лермонтова, сможет пройти вокруг всего озера и вернуться к точке начала. На данный момент строительная готовность объекта составляет порядка 70%. Сейчас идет установка малых архитектурных форм, тренажеров и ограждений. На сегодняшний день мы должны увидеть здесь полностью благоустроенные площадки. Это для отдыха детей, для отдыха пожилого, скажем, населения. Также здесь будут спортивная площадка универсальная, это баскетбольно-волейбольная. И также здесь облагораживается, увеличивается парковочное место для самого «Триумфа». Здесь будет полностью огорожена по антитеррористическим мероприятиям вся территория, все эти площадки будут находиться за территорией «Триумфа». По информации главстроя, проект благоустройства набережной основан на культуре народа Саха. Это выражается в выборе натуральных материалов, использовании цветов, а также национальных узоров. Все это должно не только украсить, но и оживить задумку авторов. Есть огромная территория вокруг, которая благоустраивается. Озеро Сайсары, которое у нас является жемчужиной нашего города. И, конечно, огромное внимание гостей, и жителей, конечно, будет приковано к набережной. Поэтому в этом году этот первый этап уже начался. Озеро Сайсары – особенное место. Здесь в 2016 году была проведена церемония зажжения огня 6-х игр «Дети Азии». Место было выбрано не случайно. По легенде, озеро является сакральным местом, где прародитель народа Саха, легендарный герой эпоса Эллей Ботур, устроил невиданный по масштабу праздник Эсех в честь наступления лета. Костюмы Сарданы Федотовой. Сценарий Татьяны Егоровой, Гелы Красильниковой, Алексея Константинова. Музыка Иннокентия Сивцева, Моисея Кобякова, Алексея Гурьянова. Строители, в свою очередь, надеются, что по завершению работ жемчужина города Якутска, озеро Сайсары, получит достойное обрамление в виде новой набережной, которая станет местом притяжения горожан и гостей столицы региона. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск.
А в Москве в 57-м павильоне ВДНХ презентовали экипировку игр «Дети Азии». У волонтеров, судей и организаторов она будет отличаться по цвету и содержанию. Также показали медали игр, их на сцену вынесли модели в костюмах протокольно-наградной группы. За презентацией внимательно следила Айсена Бурнашова. Синий костюм для организаторов игр с футболкой и поло такого же цвета. Экипировки организаторов представлен в синем цвете в сочетании с белым, где синий символизирует строгость, высокий уровень самодисциплины и ответственности. А вот костюм судей. Он дополнен бейсболкой. Контролировать соблюдение правил соревнований они будут в зеленом. Давайте еще раз оценим эти костюмы невероятного изумрудного цвета. И, наконец, форма волонтеров в самом ярком и сочном оранжевом. Помимо спортивного костюма, футболки и пола, в их комплект входят шорты, рюкзак и сумка кроссбоди. Деятельность волонтеров охватывает широкий круг задач и поэтому включает наибольшее количество изделий. Буквально в течение, наверное, ближайшего месяца вот вся форма, которая была сегодня презентована, она заполонит город Якутск. И, скажем так, люди в той или иной категории, которые будут носить экипировку, они будут встречаться на каждом шагу. Отличаются по цветам и медали игр – золотая, серебряная и бронзовая. Но объединяет их общий дизайн с элементами якутской культуры. Дизайн их вдохновлен якутскими национальными мотивами. Мы видим перо стерха, означающее легкость и бескорыстие, а также в центральной части расположились сэргэ, как знак гостеприимства. Медали достанутся сильнейшим спортсменам. Всего на играх будут разыграны 239 комплектов по 24 видам спорта. А пока борьбу за них ведут объективы камер и телефонов, чтобы запечатлеть, как медали выносят на сцену. Внимание и к костюмам протокольно-наградной группы. Именно в таких нарядах в Якутске победителям игр будут вручать медали. Золотая медаль символизирует первое место и демонстрирует высочайший уровень спортивного мастерства. Чемпионы, завоевавшие золото, могут с гордостью носить свою медаль. И пусть она станет символом их спортивного успеха. Через 22 дня Якутск станет столицей детского спорта. В республику приедут более 3000 юных спортсменов из 26 стран мира. Дети Азии – не просто соревнования. Для многих атлетов это шаг к олимпийским высотам. А значит, и борьба за медали развернется серьезная. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Идем далее. Семьи, у которых 5 или более детей, могут приобрести благоустроенную квартиру, а также построить частный дом с помощью единой соцвыплаты. В этом году на реализацию программы выделено 500 миллионов рублей. На эти средства 100 многодетных семей получат господдержку. Для включения в единый реестр многодетные семьи должны проживать на территории региона не менее 20 лет и встать на учет местного самоуправления для улучшения жилищных условий. На дату подачи заявления иметь 5 или более детей в возрасте до 23 лет, обучающиеся в очном формате или проходящих военную службу. А размер выплаты 35% от расчетной стоимости жилья, вычисляемой по нормативам площади. В настоящее время в очереди на получение сертификата стоят более 2000 многодетных семей. В этом году у нас предусмотрено 500 миллионов рублей. На указанные средства мы планируем обеспечить порядка 100 семей. Средняя выплата составляет порядка 6 миллионов рублей в составе семьи из 7 человек. Также у нас имеется уже второй год, пользуемся выдачей сертификатов в размере 50% от стоимости субсидий в размере 3 миллионов рублей. Если в прошлом году из 97 семей, которые улучшили свои жилищные условия, 33 семей получили именно по сертификатам. В этом году также треть планируется порядка 35 семей получить сертификатами. Как найти работу подросткам летом? В Якутске несовершеннолетним предоставлена возможность официального трудоустройства на время летних каникул. Центр занятости населения активно ведет работу по заявкам на поиск работы. Подробности в сюжете Дарьи Короленковой. Многие работодатели ищут сотрудников на неполный рабочий день, особенно в сезонное время или на период отпусков летом. Такие вакансии не всегда интересны взрослым, но для школьников это отличный способ занять свое свободное время в летние каникулы.
14 лет. Я не думала, что меня куда-то возьмут. Я очень боялась, ходила сама, спрашивала у всех. Очень сложно дался мне первый опыт. Но потом уже... Да нет, я не думаю, что в принципе сложно, потому что если ходить, активничать, самому спрашивать, интересоваться, то все, да. Саяна Федорова начала работать в 14 лет. Как и многие подростки, она начала свою трудовую деятельность в городском парке. Сейчас, будучи студенткой, она работает официанткой в кафе. Брала перерывы, а потом уже начала как-то совмещать тоже с учебой, со студенчеством. Вот. Выходила работать по выходным. После учебы, как получается. Очень удобно, потому что тут гибкий график. Я могу сама выбирать, когда выходить. Конечно, все обговаривается, но с графиком, да, все хорошо. Для того, чтобы трудоустроиться на летний период, необходимо написать заявление о приеме на работу, принести копии паспорта или свидетельства о рождении, а также письменное соглашение от родителей. Согласно трудовому договору, дети 14 лет могут работать 4 часа в день. 15-летние трудятся по 5 часов. Подростки 16-17 лет имеют право работать 6 часов. Конечно же, детей больше, подростков, желающих свободное от учебы время, да, в летний период трудоустроиться. Но этим детям пожелали бы мы заполнять анкеты. Можете подойти в офис «Моя работа», заполнить анкеты. При заявке от работодателей мы обязательно предоставим данную информацию данным организациям, да, данные анкеты детей. И будем работать над тем, чтобы было много рабочих мест для подростков. По плану Центра занятости и Управления образования Якутска в летний период планируется трудоустроить около 2000 детей. Из них 401 подросток при трудоустройстве у работодателей, заключивших договор со службой занятости, получит материальную помощь в размере 6000 рублей, помимо заработной платы. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. В честь Дня защиты детей Целевой фонд будущих поколений Якутии провел второй республиканский фестиваль для детей и молодежи «САИН». С организаторами выступили региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей Якутии и Малая академия наук. Как прошел фестиваль, расскажет Вероника Таюрская. С 2021 года Целевым фондом будущих поколений Республики Саха-Якутия реализуется новая концепция на период до 2025 года с видением до 2032 года. Основной посыл документа состоит в совершенствовании системного подхода в деятельности фонда в соответствии со стратегией социально-экономического развития республики. В основном наши мероприятия все заложены в нашей программе «Во имя будущего», которая финансируется в первую очередь нашей алмаздобывающей компанией «Алроса». Также у нас финансирует компания «Эльга-Уголь» и другие компании. В рамках концепции Целевым фондом будущих поколений состоялся фестиваль «САИН», прошедший по 4 направлениям: наука, спорт, креатив и искусство. Детей и их родителей ждали мастер-классы и игры, квесты и конкурсы, запись в летние лагеря и открытый турнир по шахматам на кубок фонда. У нас сегодня будет фотосессия с применением искусственных интеллектов и мастер-классы к ближайшему лагерю. В фотосессии в целом ничего не требуется, просто подойти, попроситься, фотографироваться и ждать обработки. Фотография будет просто выдаваться как фото, получается, распечатывается тут и отдается. Для участников на фестивале действовала система поощрения активности в виде САИН-коинов. Так участники могли обменять специальные коины на лимитированный мерч, сладости и ценные призы. Бутылочки такие специальные, там, да, где кофе, чай и так далее носят. Да? Значит, это и портативные зарядки, это мерчи наши Целевого фонда будущих поколений. Есть даже вот вентиляторы, которые нужны как раз таки сегодня, когда жарко. Победитель кубка, естественно, получает кубок, ну и там еще некоторые призы. По итогам шахматного турнира первое место заняла школа 31, на втором месте расположилась 39-я школа и на третьем месте физико-технический лицей. Во всех мероприятиях фестиваля приняло участие более 2000 человек. Фестиваль проводится по программе «Во имя будущего» на 2021-2025 годы благодаря поддержке компании «Алроса». Вероника Таюрская, Нюркун, Старостина, Якутск. В Ленске в День защиты детей презентована новая игра «Хамур Кюрях. Быстрый куб».
Автор Владимир Емельянов прибыл на мероприятие из Якутска. На сцене главной площади собрались несколько команд. Это воспитанники детских садов, которые уже освоили правила. А в этот праздничный день им предстояло побороться за звание самого быстрого. Правила игры очень просты. Нужно собрать как можно быстрее 50 кубиков, расположенных на поле 2 на 2. У каждого ребенка своя тактика. Справлялись они с задачей очень быстро. Быстрый куб разработан автором 10 лет назад. Сегодня эта игра есть в каждом детском саду Якутска и теперь Ленска. Воспитатели отмечают, что благодаря быстрому кубу у детей развивается мелкая моторика, организованность и дисциплинированность. Монолит и депутат Наталья Константиновна Сидоркина. Вот они отзывались и заинтересовались этой игрой. И они 54 набора купили сразу. Ни один улус еще так не сделал. Эта игра по всем улусам республики распространен. Но пока такой хороший подарок для детей сделали Ленинский улус. Порядка 400 тысяч у нас ушло на приобретение оборудования, там, на подарки. И сейчас мы будем планировать тоже еще более приличную сумму на то, чтобы подготовить команды и поучаствовать уже в республиканских соревнованиях. Поучаствовать и победить. У нас для этого все есть. А в столице Алмазного края появилась новая зона отдыха для горожан и гостей Мирного. Проект реализован благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Подробности в сюжете Анны Васильевой. Строительство зоны отдыха в набережной реки Ирелях началось еще в мае 2022 года. Территории для обустройства общественного пространства выбрали онлайн-голосованием сами жители города. На данном месте ранее было болотистое место. Проделана огромная работа по отсыпке территории, по работе по бетонированию, асфальтированию, установлены мафы. Как видите, сейчас очень красивое место для отдыха детей, для отдыха взрослых. Установлены детские игровые площадки, спортивные площадки, скейт-парк, фудкорт. После того, как красная ленточка была перерезана, сотни детей открыли для себя игровую зону, центром которой является веревочный парк. Сейчас я нахожусь в прекрасной парковой территории, которая была недавно построена. И действительно очень классно то, что наш город развивается, и с каждым днем он становится лучше. Это не финал работы. Зона отдыха будет обустраиваться дальше. Здесь должна быть восстановлена пляжная зона с детским и взрослым бассейнами. Неоднократно говорилось, что Мирный – это самый лучший город для воспитания детей. И когда строятся новые зоны для отдыха, новые комфортные зоны для отдыха, это подтверждает этот факт. Сегодня мы стоим тут, в новой парковой зоне для детей, для семей города Мирный, которая находится тут, на реке Ирелях. Знаем, что в будущем планируется то, что здесь даже люди будут купаться. Поэтому тоже обязательно будем принимать, так скажем, будем принимать участие в данном мероприятии. И обязательно приедем сюда, когда уже можно будет купаться. Администрация города стремится к созданию комфортных условий для проживания и отдыха жителей и гостей алмазной столицы. А благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды жителям теперь будет где провести досуг и отдохнуть с детьми. Анна Васильева, Мирный. Айвазовские и русские маринисты. В Национальном художественном музее Якутии открылась долгожданная выставка. Из Русского государственного музея Санкт-Петербурга в Якутск привезли 30 картин. Почему данная экспозиция обязательна к просмотру, рассказывает Александр Хавренко. Иван Айвазовский – один из самых известных и производительных художников России. За свою творческую жизнь Иван Константинович написал более 6000 картин, многие из которых признаны шедеврами мирового искусства.
И теперь у якутских ценителей живописи появилась возможность увидеть полотна Айвазовского вживую. Иван Айвазовский – это мировой известный, всемирно известный художник. И то, что в Якутск мы привезли, принципиально для нас было привезти масштабного, большого формата картины Айвазовского. Это, конечно, отдельная история, потому что именно для этого мастера характерен масштаб. Действительно, в отличие от многих других выставок, которые проходили в музее, выставка Айвазовского отличается большими полотнами, на которых интересно рассматривать каждую деталь, каждую волну на море или мачту корабля. Но среди картин из Русского музея на выставке присутствует картина «Героиня Бабалина» из коллекции нашего художественного музея. Любой музей мира гордится, если в коллекции имеет картину Айвазовского. И удивительно, что в Национальном художественном музее Якутии имеется полотно этого великого живописца. А попала она к нам очень необычно. Эта история подобна детективу. Так русский коллекционер Борис Грибанов нашел эту картину в буквальном смысле на помойке. Она была облита водой некой, сломан был подрамник. Но коллекционер разглядел, что в этой картине есть что-то такое, что его зацепило. Он обращается к реставратору, который расчищает полотно, и в первое, что видит, это надпись «Айвазовский». Выставка продлится до сентября, после чего картины вновь вернутся в Русский музей в Санкт-Петербурге и будут добавлены к постоянной экспозиции, а значит в ближайшие несколько лет не будут покидать пределов музея и Санкт-Петербурга. Александр Хавренко, Станислав Потапов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.